Добрый вечер. Открываем вечерний эфир телеканала «Осетия Руштун». Пора обсудить интересные факты, актуальные события и пообщаться с компетентными людьми в нашем эфире. Ну и самое время представить ведущих Алану Гадзацеву И Дзарасу Караеву. Дзер, жаркая погода располагает, знаешь, вот устроиться в каком-то таком прохладном месте с книжкой или аудиокнижкой в наушниках. Да, и в соломенной шляпке, а еще можно веером так обмахиваться, и прямо рисуется образ тургеневской девушки. Ну или пушкинской Татьяны. И вот знаешь, пока мы тут с тобой мечтаем, люди именно так и проводили время на 10-м Московском книжном фестивале. Сотни мероприятий и участники из разных регионов страны. В составе делегации Северной Осетии представители самых популярных печатных изданий. Было людно возле стенда Северной Осетии. Основную продукцию гостям представляло издательство «Ир». В составе северо-осетинской делегации были и главные редакторы журналов «Нокзау», «Дарьял», «Ираф». Все детали узнаем у гостей нашей студии из первых рук. Это Мадина Габалова, заместитель председателя Комитета по делам печати и массовых коммуникаций нашей республики, Диана Салбиева, главный редактор журнала «Нокзау», и Зара Мисикова, специалист северо-осетинского издательства «Ир». Что ж, проследуем к нашим гостям. Спешим к вам, прекрасные дамы. Здравствуйте. Уютно расположившиеся на наших диванчиках. Здравствуйте. С возвращением вас. Спасибо. Ну, как оно было? Рассказывайте. Давайте вы, Мадина. Было оно феерично. Скажу, что, во-первых, это был юбилейный 10-й национальный, самый крупный в России книжный фестиваль, когда на Красной площади от исторического музея до Василия Блаженного все пространство отдано книгам. Да? Это было 13 тематических площадок, посвященных детской литературе, литературе публицистической, нон-фикшн, художественной и многому-многому другому. В этом году на фестиваль приехало 58 регионов страны. Как говорили организаторы, это Министерство цифры, Российский книжный союз и, конечно, Ассоциация книгоиздателей России, эта цифра меньше, чем в предыдущие годы. Отсюда мы сделали вывод, что то, что нам уже 7-й раз удается принять участие, притом я хочу отметить, что Северная Осетия всегда присутствует организованной делегацией. То есть это не отдельные точечные издательства, которые приезжают из других регионов. Приезжаем мы организованной делегацией благодаря именно поддержке руководства республики, которая и осуществляет финансирование всей поездки. И наша делегация включает не только организацию стенда, но и очень активную программу по участию в разных площадках, которые расположены на Красной площади. У нас состав делегации включал 13 человек, и, конечно, ехали мы в Москву с нашими главными темами текущего 24 года. Конечно, это 100-летие образования Северной Осетии, 250 лет присоединения Осетии к Российской империи, 240 лет Владикавказу и 165 лет Кусталу Ивановичу Хитагурову. Я хочу сказать, что огромную роль в том, что осетин было, в принципе, очень много на Красной площади, и сыграл тот факт, что специалист Центра развития осетинского языка Теймурас Бтимиров вошел в этом году в состав оргкомитета национального литературного фестиваля, который проходит в рамках Красной площади. И, конечно, за нами была запланирована огромная палитра разных активностей. Это и плетение Алденбет, это и масс-рестлинг и Важента, это и дискуссии о том, какова будет перспектива изучения национальных языков в онлайн-форматах. Мои коллеги Диана Салбиева принимала участие, она сейчас, конечно, вам сама об этом расскажет, именно как представитель детской периодики в форматах обсуждения некой работы, типологии работы детских изданий. Очень приятно, что с нами были брат и сестра Хугаевы, которые сейчас очень активно работают в формате комиксов. И, безусловно, главной темой самого 10-го книжного было 225 лет Александру Сергеевичу Пушкину. Вот как раз о чем вы говорили, да, только не тургеневские, конечно, были бы персонажи, а пушкинские. Что интересно,
то, что организаторы попытались тему Пушкина подавать для совершенно разной возрастной аудитории. Да? То есть это сказки Пушкина для самых маленьких, это для подростков его «Капитанская дочка» и другие. Да? И, конечно, его глубокая, такая даже порой очень романтическая поэзия для взрослых. Мы провели очень красивую, на мой взгляд, презентацию региона. И самое главное, изначально, когда с коллегами мы обсуждали, какова будет структура этой презентации, мы решили отдать некую дань, собственно, дню рождения Пушкина. И пригласили с нами посотрудничать наш независимый московский Осетинский театр «Фирс», его руководителя, актеров театра Александра Мурити, ребят. И там же разыграли, это был некий такой трибют Пушкину, отрывок из «Графа Нулина». Очень интересно у нас прошел экскурс в историю нашей республики. Диана Салбиева вместе со мной, мы провели такую некую викторину, розыгрыш, где, собственно, да, задали вопросы, но до этого читали легенды, которые собирал Шамиль Джикаев, и предлагали нашим гостям презентации отвечать на эти вопросы и дарили очень красивые призы. Замечательная новая наша звезда музыкальная — это Влад Хохойт, исполнил 2 песни. Одна из них на стихи Коста Ливановича Хитагурова, другая на стихи Георгия Малиты. Ну и вот такой для нас был 10-й книжный. Здорово. Мадина, а вот если объединить все то, что было сказано, такое огромное обилие активностей, в чем главная ценность вот этого, что мы для себя, что мы показали и что мы подчеркнули для себя, вот скажем, на основании всего пережитого? Я бы сказала, что показать мы хотели то, что Осетия глубоко интеллектуальный регион, где живут читающие люди, где хорошо работает издательская отрасль, потому что, например, стенд, который мы представляли, он включал не только книги издательства ИР, безусловно, флагман, это единственное государственное издательство. Это были книги множества издательств, которые работают здесь, на территории республики. Это и крупные «Респекты», «Перо и кисти», «Проект Пресс», ИП Харкеладзе и другие. И самое главное, наверное, мы хотели, участвуя в таких множественных активностях по развитию национальных литератур и иных, показать, что, например, в Осетии живет кавказская фантастика. Наш коллега Алан Схурбаев, который сейчас очень активно развивает этот сегмент, вы знаете, наверное, что уже 2-й год они организуют конкурс кавказской фантастики «Система знаков». Он рассказывал о том, какая у нас есть фантастика. Мы хотели показать, что мы бережем свой национальный язык, мы работаем над тем, как адаптировать его для молодого поколения, я имею в виду методику его преподавания, сохранения. Показать, что Северная Осетия регион культурный. Кстати, не могу не сказать, не воспользовавшись эфиром, что начато голосование, да, на платформе госуслуг о том, какая она будет столица культурная России. Поэтому я всех бы попросила подключиться к этому голосованию. Хочу сказать, что на Красной площади, например, был дан старт новому такому очень интересному глобальному проекту «Читаем всей семьей». Да, мы все знаем, что в соответствии с указом президента России 24-й год семьи. Так вот, там был дан старт коротких роликов, где семья, разные поколения, дети, бабушки, дедушки, мамы, папы, допускается и чтение прозы и поэзии, ну именно на русском языке, читают всей семьей какое-то произведение. Этот короткий ролик направляется организаторам. Все это подходит под курацией Министерства цифрового развития, Министерства просвещения, проводит его Ассоциация просветителей России.
победители будут определены в ноябре, а самых ярких пригласят в декабре уже в Москву на чествование с очень интересной программой. То есть мы показали себя как часть глубокого калейдоскопа, яркого, интеллектуальной России. Это очень важно. Вы знаете, я не могу не сказать о том, не знаю, как это будет вами воспринято, что представители многих регионов после презентации, где мы, конечно же, в конце всех украсили осетинским танцем, кстати, станцевала его Маргарита Исакова. Мы, собственно, с ней, с Дианой познакомились в прошлом году, год назад на Красной площади. И сегодня она некий такой для нас амбассадор нашей осетинской культуры. Нам было очень важно показать, что осетинская культура, она пропитывает людей, которые, в принципе, никак не связаны с Осетией. Вот Маргарита такой яркий пример. Мы хотели это тоже продемонстрировать, и мне кажется, у нас получилось. Так вот, представители других регионов подходили и говорили: мы вам завидуем. Я говорю: а чему? Ну, во-первых, тому, как структурно вы выстроили свою презентацию, и то, что у вас организованная презентация. У нас, например, был представитель на презентации нашего полпредства, первый заместитель полпреда Тамерлан Засохов. Это тоже своего рода символ того, как руководство относится, казалось бы, к книжным фестивалям. Такого нет ни у одного другого региона. Зара, Да. позвольте, я задам вопрос вам. Вот мы поняли, что все было структурировано, грамотно выстроено, но мы хотим также понять, какова была обратная связь и какие книги пользовались популярностью, спросом у читающей публики и сама читающая публика. Вот кто эти люди были? Не только, наверное, московские осетины. В этом году мы представили более 300 наименований на фестиваль. Конечно, основная масса была книги издательства «Ир». Приходили люди разного плана. Приходили пожилые осетины, молодые, что очень отрадно, студенты покупали книги. Например, народное творчество Салагаевой, у нас двухтомник такой есть. Научно-популярный, детские приходили, покупали детские книжки у нас. Костах Итагуров, конечно. Пользуются спросом словари, разговорники, книги о родословных фамилиях, которые у нас тоже есть, представлены на стенде были. Вот. Ну, москвичи тоже покупали. У нас очень пользовались книги о Сталине, которые покупали все, и москвичи, и не москвичи. В общем, подходили к нам очень много людей. Спасибо. Вот. А вообще вот издательство сейчас над чем работает? Мы в этом году представили уникальную книгу. Это энциклопедия для старшеклассников, называется «Мой Иристон». Вот мы ее презентовали в Москве. Потом у нас сейчас выходит многотомник Нафи Джусоева. Предполагается, что будет где-то 70 томов. Ого. Да. И В общем, работы много, немало. да. Да. Народ читает, и это очень Это радует. Да, и радует, что молодежь читает. Родители привлекают своих детей, которые тоже приходили на выставку. Диана Салбиева представила нам журналы, и мы всем детям раздавали этот журнальчик. Как раз о детской литературе мы и хотим поговорить. Вот по следам как раз-таки фестиваля о детской литературе, по следам книжной ярмарки в прессе прошла информация о том, что российская книжная отрасль столкнулась с нехваткой авторов именно в детском книгоиздании. Якобы усугубила ситуацию приостановка сотрудничества некоторых иностранных писателей. И сейчас доля детской литературы в России одна из самых маленьких. Диана, вот вы как человек, который глубоко погружен в детскую литературу, который посвящает этому жизнь, время, силы. Скажите, как обстоят дела с детской литературой в Осетии? Потому что для регулярного издания журнала требуются авторы, требуются иллюстраторы. Как у нас дела с этим? Ну, пока я не ответила на ваш вопрос, позвольте мне немножко тоже сказать про
фестиваль «Красная площадь». Здесь Мадина Руслановна официальную часть выдала. Я немного поэмоционирую, когда меня спрашивают, а что было вообще на Красной площади, зачем вы туда поехали. Там было много положительных эмоций. Для нас, для меня, для главного редактора это в первую очередь, конечно, обмен опытом. Я хочу отметить, что многие регионы просто закрыли свои журналы. Во многих регионах нет детских журналов. И когда мы приезжаем и дарим наш нокзал, многие сожалеют, что отказались от своей детской периодики, потому что я уверена, что с этого начинается, в принципе, национальная литература. Я глубоко вам не завидую тем, кто не был с нами на Красной площади, потому что это на самом деле было очень красиво, ярко. Наш стенд и наша презентация всегда пользуются невероятным успехом. Мне, наверное, не следует при Мадине Руслановне говорить такие вещи, но то, что так все организовано, проходит, это всегда на плечах Мадины Руслановны. Она до такой степени отслеживает каждую секунду, каждый момент, чтобы наша делегация, кстати, если я не ошибаюсь, это единственная делегация из всех регионов, такая организованная и многочисленная, которая бывает на Красной площади, это уже который год, чтобы мы все себя хорошо чувствовали и участвовали в различных каких-то мероприятиях, которые проходят в рамках этого книжного фестиваля. Что касается вашего вопроса по поводу детского авторов, которые пишут для детей, вы знаете, мы немножко пошли другим путем в журнале «Нокзал». Мы делаем акцент именно на детское творчество. Я считаю, что нужно взращивать авторов. Для этого мы каждый год проводим очень масштабный литературный конкурс, который называется «Нокзалта». В этом году в Сауфенде мы проведем уже 5-й раз. У нас в конкурсе могут принимать участие юные авторы как Северной Осетии, так и Южной. В принципе, все, кто владеет осетинским языком и проживает в любом уголке нашей необъятной не только страны, но и во всем мире, потому что у нас в прошлом году участвовали авторы, которые проживают в Соединенных Штатах, во Франции. Это осетины. Дети, которые владеют там родным языком, они прислали нам свои произведения, которые мы с удовольствием печатаем в журнале. А вообще я хочу сказать так, если у вас есть желание почитать со своим ребенком, вы всегда найдете, что почитать. У нас есть очень хорошие книги, которые были уже изданы, которые готовятся к печати. Конечно, на осетинском языке такого разнообразия литературы нет, как, скажем, в русском языке. Но мы к этому стремимся. Я думаю, что то, что сегодня дети сами являются авторами, это очень хороший шаг в осетинской литературе, потому что такого я не помню. Мы сейчас готовим, давайте такой будет небольшой спойлер, мы готовим к изданию книгу сказок, которые написали сами дети. Мне кажется, это прекрасно. Отличная идея. Я думаю, что детям будет интересно читать творчество своих сверстников, они на этом будут учиться. Конечно, мы дорабатываем, когда они присылают нам какие-то материалы, мы над ними работаем, кого-то мы зовем к себе. У нас, вы знаете, наверное, если вы следите, если вы уже сказали, что я живу, значит, вы, наверное, как-то следите за нашей жизнью. У нас в редакции работают именитые писатели, поэт Музафер Сузрикович Засохов, Милуся Губеевна Будаева. Они работают над этим детским творчеством, поправляют, и дети становятся все лучше и лучше. Мне кажется, это тоже такой хороший шаг, чтобы были авторы. Детская книгоиздание, детская периодика — это 50% текста, 50% иллюстрации. Конечно. Как у нас обстоят, у вас точнее обстоят дела с иллюстрацией? У нас в каждому материалу в журнале есть специальная иллюстрация. То есть мы не пользуемся какими-то картинками из интернета. Для нас рисуют, я так считаю, одни из лучших иллюстраторов детских нашей республики. Вы можете назвать эти фамилии? Наш художественный редактор Земфира Дзилова. Она еще и кукольница, мастерица. Она наш художественный редактор. У нас есть Аркадий Абаев, замечательный детский иллюстратор. Айлара Владимир рисует. Для нас рисует потрясающий Хасан
Сан Мамсуров со своим каким-то вот неповторимым почерком. Также мы привлекаем молодых художников. Вот в последнем номере у нас есть рисунки художника, которого зовут Марат Брызгалов. Он живет вообще не в Осетии, мы с ним не знакомы. Дело в том, что он подписался на нас в соцсетях, он рисует для многих российских изданий, журналов детских. Вот. И он нам написал, сказал, что я мечтаю с вами сотрудничать, потому что я на вас подписан, такой, значит, большой аудитории ни у кого нет. Он мониторит, наверное, соцсети, у кого есть из детских изданий. И он сказал, я мечтаю с вами поработать. Ну, если человек мечтает, почему бы и нет? Он прекрасные иллюстрации нам присылает по почте, и мы их печатаем. Также нам написала тоже вот на Красной площади, я познакомилась с замечательной девочкой, тоже молодая художница, ее зовут Ольга. Я ей показала, подарила наш журнал, она тоже сказала, я хочу для вас рисовать. И вот я думаю, что в нашем 4-м новом номере мы увидим ее иллюстрации тоже. Так вдохновили вы нас темой детской литературы. Я вас сейчас еще больше вдохновлю, если позволите. Вот к вопросу, что мы оттуда привозим. Вы знаете, что у нас в республике после первых наших поездок стала проходить книжная ярмарка «Бака Шимюма». Мы ее устраивали в рамках госпрограммы «Национально-культурное развитие осетинского народа». Но в прошлом году ее не было, но в этом году к 100-летию образования у нас в конце июля будет проходить 3-дневная ярмарка, которая будет называться «Алания от А до Я». Мы туда приглашаем издательства со всего Северокавказского региона. Сегодня мы говорили тоже с представителями издательства «Эксмо», это самый крупный, да, российский книжный издатель. И также будем приглашать еще людей, которые будут давать нам вот этот интеллектуальный сегмент. То есть на ярмарке мы же не только реализуем и показываем книги, да? Это будет, как и в прошлые годы, очень яркий и интересный лекторий. Абсолютно на разные темы, начиная от применения искусственного интеллекта, подготовки сценариев, включения при содействии Российского книжного союза, да, с писателями, которые тоже могут выступать как некие такие начальные коуч-тренеры и многое-многое другое. Не могу еще не сказать о том, что, конечно, мы все понимаем, сейчас достаточно напряженное время, и мы с Аланом Схурбаевым от республики, от издательства ИР приняли участие в круглом столе литературной газеты. Литературка довольно активно занимается доставкой гуманитарных грузов на Донбасс, посещает госпиталя. Мы преподнесли тоже и периодику, и книги, которые собрали, и для раненых бойцов, которые сейчас восстанавливаются, от республики подарили им гитару для того, чтобы, наверное, как-то скрасить вот этот сложный период. Я говорю это для того, что контакты, которые мы там налаживаем, они, конечно, дают свою пользу и в будущем, потому что с представителями литературной газеты, с Чистяковым Юрой, с Максимом Замшевым мы познакомились тоже на Красной площади. И уже который год подряд наши авторы из Осетии принимают участие в их грантовом проекте, который называется «Гипертекст». Да, вы наверняка слышали, да, что есть такая награда. Это тоже очень важно для нас, потому что это тоже своего рода такая возможная интеллектуальная интервенция, да, и в Осетию, и обратно. Что ж, спасибо большое. Я надеюсь, что... В следующем году мы к вам присоединимся. Да, и больше не придется сочувствовать нам, что мы не были на Красной площади. Спасибо вам большое за это интервью. И желаем успехов и возлагаем большие надежды на осетинскую литературу. Спасибо. Ну что ж, продолжим тему детской литературы. Дзера, вот что я тебя хотела спросить. Какая у тебя была любимая книга в детстве? Ну, наверное, как у всех, «Мумий-тролль».
Туве Янсон, но также у меня был «Аладдин», такое советское издание, которое состояло наполовину из текста самой сказки, наполовину из сценария кинематографического. Наверное, вы помните фильм «Аладдин» советского периода. Он был шлягером, хитом. Да. И вот это была такая удивительная. Есть книга, да, это прям реликвия семейная у нас. Ты знаешь, я очень тоже любила сказки. Мне кажется, все дети любят сказки. Еще я обожала серию Киры Булычевой про Алису Селезневу. Но вот знаешь, вот настольной книгой в нашем доме была книжка «Вредные советы» Григория Остера. Но я не скажу, что мы были такими избалованными детьми, нет, и не особо-то вредили. Но книжка была действительно любимая, мы наизусть заучивали оттуда какие-то стихотворения. И тем удивительнее было мне прочитать следующую новость. А новость такова. В Красноярском крае распространилась информация о том, что прокуратура региона якобы намеревалась направить исковое заявление в суд с требованием об изъятии и уничтожении тиража книги Григория Остера «Вредные советы». Камнем преткновения стали иллюстрации. Дескать, в продаже была книга, которая, по мнению прокуратуры, содержала сцены жестокости и могла вызвать у детей чувство страха. При этом на книге не была указана возрастная маркировка, что противоречит требованиям закона. Но впоследствии пресс-службой ведомства самой прокуратуры Красноярского края эта информация была опровергнута. И теперь можно сказать, что «Вредные советы» в безопасности Дзера. Ну, вздохнем с облегчением. Мне кажется, современных детей не так просто напугать, а особенно книжка «Вредные советы». Ну что ж. Реклама на канале? Да. Согласись, Дзер, погода располагает к прогулкам по тенистым аллеям. Да, так и хочется свежести, прохлады, больше свежести, больше прохлады. Я надеюсь, что так и будет, потому что, как было объявлено, в ближайшем будущем на одну комфортную зону отдыха в городе станет больше. Благоустройство Комсомольского парка планируют начать в июле. Об этом сообщил глава администрации местного самоуправления Владикавказа Вячеслав Мельзихов. Кстати, я вчера проезжала мимо Комсомольского парка и увидела, так бросила краткий взгляд на аллею и увидела там какие-то джунгли, практически лианы. И думаю, как было бы хорошо хозяйской рукой привести это все в порядок. И вот, пожалуйста, Натя. Вот насчет хозяйской руки согласна, но мне кажется, тут важно не переборщить с устранением и сносом деревьев, как, например, это было сделано на водной станции. А я думала, ты про стрижку деревьев как полубокс. Вот, видимо, в Владикавказе очень любят попереусердствовать с зелеными насаждениями, благо город зеленый, и есть возможность для маневра в этом плане. Но все же надеюсь, что деревья останутся на местах, но появятся скамейки, и урны, и фонтанчик с питьевой водой в такую жару. Да, будет неплохо. так. Да. Ну что ж, чем больше зон отдыха, культурного отдыха, тем лучше. Не случайно же Владикавказ принимает участие во всероссийском конкурсе «Культурная столица-2026 года». Об этом, кстати, сообщил глава республики Сергей Миняйлов в своем телеграм-канале. Народное голосование проходит на портале госуслуги и продлится до 1 декабря. Чтобы проголосовать, нужно перейти на страницу голосования, авторизоваться через портал госуслуги и сделать выбор, я надеюсь, в пользу нашего прекрасного города. В 2024 году культурной столицей России стал Нижний Новгород. В 2025 году этот статус перейдет к Грозному. Ну а 12 декабря мы узнаем культурную столицу 2026 года. Город со статусом культурной столицы года получает от государства помощь в развитии экономики и туризма. Эти деньги идут на реставрацию исторических зданий, организацию праздников, фестивалей, разработку экскурсионных маршрутов. Да, было бы очень здорово выиграть в этом голосовании. Это был бы своего рода подарок нашему городу к юбилею. В этом году Владикавказу исполняется 240 лет. И, кстати, отличный подарок Владикавказу сделали воспитанники Центра развития творчества детей и юношества НАРТ. Они создали мультфильм о Владикавказе, и творческая группа проекта сегодня в нашей студии. Здравствуйте. Здравствуйте, друзья. Прекрасные девушки. Рады видеть вас в нашей студии. И давайте посмотрим, собственно, тот шедевр, который вы создали. Мы и наши телезрители. Внимание на экран.
На летних каникулах я гостила у своего дедушки. И одним знойным днем, когда горы прячутся за дымкой и солнце разливается по всем своим владениям, мы с дедушкой укрылись в тени его дома и рассматривали старый фотоальбом. Дедушка рассказывал разные истории про людей на фотографиях, про бабушку, про дедушку, про прадедушку и других наших родственников. Но фотографии закончились, а историй нет. И тогда дедушка достал небольшую коробку с очень красивым старинным кулоном. Когда-то, давным-давно, прапрапрабабушка моего прапрапрадедушки жила в этих краях. Она со своим отцом продавала сыры и молоко семьям военных офицеров. А 6 мая 1784 года командующий Кавказской линией генерал-поручик Павел Сергеевич Потемкин по приказу императрицы Екатерины II заложил первый камень военной крепости и дал ей величественное название «Владей Кавказом», Владикавказ. Один из русских офицеров, прибывших для обороны в эту крепость, влюбился в мою прапрапрабабушку. Но офицеру царской армии и горской девушке не суждено было быть вместе, и тогда, в память о своей любви, он подарил ей кулон. Кулон сохранился в нашей семье, и именно его показал мне дедушка. В 1837 крепость посетил император Николай I. Горские князья подарили государю необъезженного жеребца, который подался ловкому императору, а сам Николай I остался очень доволен поездкой на Кавказ. Так кулон стал символом расцвета Владикавказа. С годами крепость разрасталась и все больше походила на город. Появился проспект, настоящая гостиница, церковь Пресвятой Богородицы. Многие путешественники стали называть Владикавказ не крепостью, а городом. И 31 марта 1860-го Александр II подписал указ, закрепляющий за Владикавказом новый статус. Прапрадедушка получил кулон от своей мамы, когда во Владикавказе шла активная стройка. Появлялись здания, которые и по сей день являются достопримечательностью города. Мечеть Мухтарова, Академический русский театр, церковь Святого Григория Просветителя и многие другие. Некоторые здания не дожили до наших времен, но их мы можем увидеть на старых фотографиях и картинах художников. Прапрадедушка передал кулон своей дочери в 1931 году, когда Владикавказ был переименован в Орджоникидзе. Но прабабушка стала свидетелем не столь радостных событий. В 1942 году наш город оказался на пути немецко-фашистских войск. Местные жители всячески старались оборонять Орджоникидзе. Появился противотанковый ров, оборонительные рубежи. Из трамвайных рельс делали противотанковые заграждения. 2 раза немцы пытались захватить город, и оба раза неудачно. Очень много жителей Орджоникидзе ушли на защиту родины и так и не смогли вернуться в родной город. Прабабушка передала кулон моему дедушке в более радостные времена. Город процветал, появились заводы, фабрики. Город стал полетом инженерной мысли. Дедушка и бабушка тоже работали на заводе. Дедушка был инженером на заводе «Луч», а бабушка поваром в их столовой. 20 июля 1990 года Орджоникидзе вновь стал Владикавказом. Кулон долгие годы хранился у моего дедушки, а этим летом его передали мне, как свидетелю новой эпохи современного Владикавказа. И я хочу поделиться им с жителями Владикавказа. Я верю, что нас с нашим городом ждут только светлые времена и яркие события. А эти светлые времена создаем мы, те, кто хранит его историю.
Вы удивитесь, но знаете, какой вопрос у меня в голове? По аналогии с «Титаником». Где кулон? Но вы сегодня, как я понимаю, без кулона на студии, но зато с идеей. Идеей этого прекрасного проекта, которая возникла в ваших, опять же, прекрасных головах. Расскажите, как? Ну, в июне прошлого года мое руководство из Центра развития творчества детей и юношества НАРТ сказало, что вот будет 240 лет с дня основания Владикавказа. Ваше направление творческое, техническое, идите что-то делайте. Я написала сценарий, показала его ребятам, своим ученикам, они там что-то подкорректировали, какие-то свои видения внесли, и мы начали над ним так работать. То есть это история вашей семьи? Нет, это придуманная семья, она стала олицетворением семьи Владикавказа. Мне кажется, что Осетия и Владикавказ в целом — это тот регион, который очень чтит свои традиции, передает их из поколения в поколение, и мне очень хотелось отобразить это не в рамках какой-то конкретной семьи, а в целом как что это город, и наши герои — это хранители города, как говорит наша героиня в конце мультфильма, то, что каждый житель Владикавказа, который передает историю о нем, является хранителем города. Угу. А расскажите, пожалуйста, о самой работе над этим проектом. Там разные техники, там используются и фотографии, какие-то кадры. Как это все создавалось, как долго по времени? Ну, начали мы работу, наверное, в ноябре, прям уже целенаправленно над этим мультфильмом. Иногда, правда, прерывались на какие-то другие работы ребят, они еще снимали параллельно социальные видеоролики на конкурс. Вот. Мы работали в смешанных техниках, то есть иногда мы работали на бумаге, там какие-то фоны, видно, что это именно текстуры на бумаге, вдохновлялись работами местных художников, какие-то делали в цифре. Что и как делалось, это зависело от того, кто из ребят где хочет работать, то есть у нас были ребята, кто работает только традиционными техниками, там пастелью мы работали, акварелью. Есть, например, у меня ученик Малкаров Тамерлан, который очень хочет освоить цифровую живопись, и он вот стал экспериментировать именно с цифровым рисунком. Угу. У вас в руках Да. Один из фонов, да, самый первый, и потом он попадается еще несколько раз. Мы вот как раз-таки в этом фоне вдохновились очень художницей Гончаровой Ульяной Владимировной. У нее есть большой холст, где тоже там в деревьях утопают разные архитектурные достопримечательности Владикавказа. А вот у вас в ролике получается большой исторический пласт. Да, то есть там огромная работа, то есть нужно было, в принципе, сначала по истории хорошенько так пройтись, да, потом собрать какие-то ключевые моменты, чтобы их оставить в ролике. Вот как эта работа проходила вот вместе с детьми? Насколько им это было интересно? Ксюша, насколько вам было интересно? Было очень интересно. Ну, Прям какие очень невероятно факты из было. истории Владикавказа тебя поразили? Даже не знаю, мне понравился весь мультик и все, что там говорилось. Но что-то неожиданное для себя узнала? Все. Если подойти вот с точки зрения техники, да, создания самой мультипликации, ты какую роль исполняла в этом проекте? Я озвучивала главную героиню и рисовала фон для мультика. Вот, какой из них? Что там было изображено? Доисторические места. Исторически. Исторические. Ну, для них это, возможно, доисторически. Так, хорошо. А вот по срокам сколько у вас заняла, получается, Около еще года, раз? да? Около, ну, учебный год, Это наверное. интенсивная работа велась? То есть дети, они были отвлечены от учебного процесса? Или это нет, все это- происходило на досуге? Ну, мы вот осенью с ними прорабатывали сценарий, говорили об истории Владикавказа, искали фотографии, там родители активно помогали, скидывали из своих каких-то личных архивов фотографии. Потом у нас был перерыв перед Новым годом, и вот с января мы снова начали там отрисовывать фоны, потом снова был перерыв, отвлеклись на конкурс, и вот март, апрель, май мы упорно уже работали над самим мультфильмом. А творческого кризиса у вас не случилось? У меня случилось.
В какой момент? После того, как мы отрисовали фон, я смотрю и думаю, нет, ну это все по стилю такое разное. Потом я чуть-чуть отдохнула сама от мультфильма, мы как раз переключились на социальные видеоролики и вернулись. И ребята такие, ой, классно, это мы рисовали. Я думаю, ну ладно, все хорошо, продолжаем. Да, иногда творческому проекту нужно настояться. Арин, расскажите о вашем участии в этом проекте. Меня один раз пишет Ксения, по общим знакомым, меня попросили помочь именно звукорежиссурой этого мультфильма. Я пришла, мы с Ксюшей записали сам звук, несколько дублей было, записывали, как она рассказывает об этом, и после я его монтировала и уже скидывала Ксении. Такой маленький вклад, но это тоже огромный опыт был для меня, очень было приятно поработать с Юными дарованиями. Да, с Ксюшей. Она отлично читает. Она была тоже заинтересована в этой работе. И я подумала, почему бы и нет? Почему бы не поучаствовать? Как сказать? Это тоже подарок нашему городу, этот мультфильм. Так что да. А чем вы занимаетесь? Это как связано с вашей работой? Это никак не связано. связано. Я просто... У меня был опыт. Я занималась в том месте, где Ксения тоже преподает. И я раньше там у меня были проекты, связанные со звуком, как это монтировать, как все это записывать. И поэтому, как сказать, по опыту меня позвали, пригласили. Ксения, а что было интереснее, вот записывать звук, работа голосом или все-таки работа с изображением? Мне кажется, то это очень интересно, но мне больше всего понравилось со звуком работать. А что? Вот что именно? Нужно было как-то по-разному говорить. Это для тебя первый опыт такой, да, Да. озвучки? Первый. Когда мне сказали, что я буду это делать, я очень вдохновилась, и мне очень это понравилось. А вдохновило тебя то, что ты раньше этим не занималась? Я раньше этим не занималась, а сейчас стала чуть почаще употреблять. То есть ты, когда что-то новое в твоей жизни случается, ты идешь смело туда и Да. делаешь, что должен, Да, да? если мне это нравится, значит, я буду этим заниматься. Значит, ты добьешься Ну, успеха. это очень ответственная роль, быть главным голосом всего целого мультфильма, над которым целая команда работала. Конечно, это ответственная роль, тем более оценили по достоинству усилия, и вот результат сегодня аудитория нашего телеканала наблюдает, между прочим, по всему миру. Это очень здорово. Вот такой дебют и сразу эффект большой. А что было, Ксения, вот что было самое сложное в работе над мультфильмом? Ну, для меня, наверное, сценарий, поскольку я больше люблю работу с изображением. И было сложно писать сценарий, потому что еще нужно же не наврать в фактах, это нужно вот собрать все, что я там читала, искала до этого, рассказать ребятам и как-то превратить в историю. У нас было два варианта сценария. Ну вот первый черновой, условно, он больше был похож на рапорт, наверное, потому что я просто вот так выписала факты и такая, ну вот это рассказывает ребенок. Вот, ну потом посидела с коллегами и все-таки мы переделали это в какую-то историю. А вам помогла вот эта романтическая линия, да, получается? Да, вот, она внесла какую-то вот характерность, что ли, в эту историю, иначе это вот просто были бы факты. Вот мы еще долго спорили с коллегами, нужно ли вообще это вводить, потому что одни такие, да, это будет здорово, другие говорят, нет, не надо, это же детский мультик, зачем? Ну, на самом деле у каждого свое там представление о прекрасном. Мне кажется, что очень украсила мультфильм такая линия романтическая и линия с кулоном. Это вообще что-то Да и в каждой потрясающее. детской сказке всегда есть место любви. Ну вот, я тоже так думаю. Место любви есть везде. Ну что ж, спасибо тогда вам. Еще хотелось бы спросить о ваших планах, потому что просто так мы вас не отпустим. Пока мы уходим на каникулы, пока С радостью Набираться выдохнула энергии Ксения. для вдохновения. Ну, то есть не расскажете, да? Но А пока неужели не в вашей поделимся. голове такой неутомимой, неспокойной нет Не, ну, проектов? у меня, конечно, уже есть идея на будущий учебный год с ребятами, но пока я думаю, нам всем нужно отдохнуть и потом с новыми силами вернуться и это все проштурмовать. Тогда набирайте сил, мы вас, как обычно, ждем здесь в студии уже с результатами. Спасибо, удачи вам в ваших проектах. Спасибо. Реклама на канале, не переключайтесь.
Ну и в финале нашего эфира, не побоюсь этого слова, настоящие звезды мирового кинематографа, каскадеры Уртаевы, отец и сын. В эти дни они посетили свою малую родину и готовы поделиться впечатлениями от пребывания и планами на будущее. Эльбрус и Ариан Уртаева. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый вечер. С приездом. Добрый вечер. Спасибо огромное. А вот когда я сказала о мировом звездном статусе, я ведь не погрешила против правды. Ну, вроде Есть так, такое? так и есть. А с какими киностудиями вы сотрудничаете? Вот расскажите. Это множество. То есть в течение 30 лет я нахожусь в кино, то есть в международной арене. То есть если их перечислить как-то со всей, то есть и с Европой, и с Голливудом, с Болливудом. То есть много очень Даже с проектов, Болливудом. которые мы отработали. И вот этот путь на Да, вот киноалимп. как раз-таки хотела спросить, с чего начался этот путь в кинокарьере вашей, как вы пришли к столь... Ну, это не самая распространенная профессия, откровенно И говоря. главное каскадер. даже откуда он начался, Да. вот отправная точка. Начало произошло, я начал свою карьеру у труппы Тугановых, где проработал не очень много лет, где-то года 3. Но основная работа, где я перешел после этого это в театр «Московский каскадер». Подождите, под но в труппу к руководством Туганову вы Мухтара. тоже попали откуда-то? Попал как-то, да, Как? да. То есть я по детству, я сам выходец из Средней Азии, то есть в Душанбе я родился. Там как-то молодость, я уже переехал, когда мне было лет 16 в это время. И как знакомство это все произошло. Они приехали Тугановы на гастроли в Душанбе, и как-то я очень увлекся этим, и, то есть пропадал там целыми днями. А что вас увлекло? Красочность или именно животные? Лошади, это всегда, думаю, тем более молодых, когда это в крови, всегда это как-то завораживающе. Какой это всё. год был? Год? Страшно сказать, да? Страшно, да, давненько, да. Но мне было где-то лет 14, наверное. Да, это 70 какие-то года были. Да, ну и после этого как-то я очень с ними связался, даже в свои каникулы я как ездил к ним на гастроли, и как-то и они тоже привыкли ко мне, и Зираса Туганова, в то время наша королева, да, и говорит, закончи школу сперва, потом мы тебе посмотрим, если будешь подходить по всем данным физическим, все. А какие это должны быть данные? Ну, там, то есть, можно сказать, как акробатика на лошади, то есть очень много физической подготовки надо иметь, чтобы как-то это все освоить и быть готовым к этому. И вы по этим всем Ну, параметрам подошли? Да, спортом я всегда с детства занимался, поэтому в этом не было никакой проблемы. Я просто как мать, вот если бы мой ребенок в 14 лет пришел ко мне и сказал, я хочу вот акробатикой на лошадях заниматься, я бы сказала, что давай ты подумаешь еще немного. А что сказали ваши родители? Ну, как-то, да, я выбрал сам свой путь. Это уже повзрослее был, это лет 17 мне было, когда меня приняли в труппу Тугановых. Ну, там Да. плюс-минус несколько лет не И играет роли. поэтому, Просто да, Да, как- современные мамы немного другие, куда Тревожные, да, более тревожные, тревожные. Но все-таки мне кажется, что это такой мужской путь, да, когда человек в 14 лет и в 13, и в 12 может выбрать свой путь. Это такое. согласна, принимает решения, воплощает их в жизнь. Ну, Согласна, и, да. наверное, это зов души определенный. Ну да, это как-то уже человек, как-то мечта, как-то в реальность ее пытаешься У вашего возродить. сына Ариана тоже так это сработало или как-то иначе? Может, спросим у него самого? Да. Ариан, там будет расскажите. потяжелее спросить. То есть он чуть-чуть разговаривает, но я не думаю на уровне, чтобы он вам объяснил. Я не знаю, как по-английски, мой русском чуть-чуть плохо. Ничего, если что, переведем, не переживайте. Ну, нормально. Yeah, I work with my dad as well in the company Film Equus. Да. We've been working together. То есть работали с отцом в компании, да. Yeah. And ну, сейчас. They asking how many years? how Yeah. old are you when you started? Yeah. Like to start from there. Ну, I was about 16 years old. 15, Очень 16 years похоже. old. 15, 16 years old when I worked on my first film with Film Equus. But I've been riding horses
from the age of 3-4 years Он old. родился. Ага, то есть Давай вы- тогда сопровождать да, переводом Ну, для актер наших сопа- зрителей, В да? возрасте 3-4 С лет. малых лет вы начали ездить Да. верхом на лошади? Ну да, то есть Да, он да. родился с лошадьми, у нас, то есть ферма, свои лошади всегда. Вот, И всё это наблюдали время за он отцом? родился, да, он уже ездил, ему 2 годика было, мы ему купили пони, все, он там залетал на него и крутился. И А вот по ферме. вы сказали в 16 лет, а что произошло, собственно, в в 16? 16 лет он упомянул уже, он принял первое участие в одном из моих проектов уже как каскадер. Black Sails Как называется. наездник-каскадер, да. Это фильм был, сериал «Черные паруса». То есть первая его работа была, то есть моя компания вот там всем руководила, лошади, вся моя группа. И снова это вы- Ариан уже там. И снова вы И без хороший- боязни отправляли своего хорошие сына, трюки. Не наследника отправлял, на то есть съемки. под моим Чутким. присмотром, да, хорошим там. То есть он со мной всегда. То есть и мой старший сын участвует, они самые считаются у меня в группе самые каскадеры Надежный. надежные. Ну да, то есть у них уже практика с детства, все. То есть самые тяжелые, в принципе, трюки они исполняют. Давайте вернемся к вашей истории. И давайте. вот вы стали потихоньку забираться на тот самый Олимп кинематографический. А вы вообще помышляли, что вы там окажетесь рано или поздно? Или просто делали, что вам нравилось, что было по душе? Окажетесь где я нахожусь сейчас? Да. ЮАР? Не, ну вот по молодости у нас много гастролей было, мы ездили так довольно-таки из театра мы поездили по всей Европе. Да, и как-то нас пригласили уже в ЮАР, отдельная группа конников. Вот, и вот там мы отработали какое-то время, все, и как-то судьба так сложилась, что остался. Начал как-то, сразу я в кино как-то влился. И вот Интегрировались. с тех пор, да, я как-то уже... Это удивительная У меня уже история. своя компания где-то на протяжении 7-8 лет, то есть у меня самая ведущая компания в Африке. То есть у нас и фильмы приглашают нас за рубеж, все. А как вот это происходит, взаимодействие с киностудиями? То есть вот просто Ну, уже есть это- какая-то это база таких... База есть, то есть уже люди знают, то есть кинематография очень, то есть мы в ней очень долгое время, то есть уже когда даже приезжают вот в ЮАР, чтобы дать какой-то вам множество, очень такая известная киноплощадка на сегодняшний день, то есть туда приезжают все вот со всего мира, то есть снимать, то есть там ландшафты красивые, океан, то есть когда зима, к примеру, в Европе, здесь, там лето. То есть и климатические условия очень подходящие для этого. И в то же время им подешевле. То есть Голливуд, вот нежели им снять там у себя в Америке, или же приехать к нам, туда, в ЮАР, То есть даже им несмотря дешевле. на транспортные им расходы, очень- все равно дешевле. Очень дешевле. То есть там настолько все выросло в кинематографии, что там все свое, то есть свои кадры, все. То есть они привозят своих главных, к примеру, главный оператор, актеров, а все остальное уже там нанимают весь состав. Ну вот скажите, ваши услуги, как правило, бывают нужны в исторических картинах? В любых, где задействованы лошади, там любые сцены, то есть мы... А какие Нас вот уже приглашают. какие работы вам запомнились больше всего? Может быть, своей сложностью, а может быть, своей значимостью для вас лично? Ну, было пару очень-очень больших проектов. Одна из крупных проектов, где очень множество лошадей, все мои лошади, то есть нам даже необходимо было приобрести, да, то есть в этом фильме было где-то количество 150 лошадей. У нас было, это «Черная красавица», то есть это Дисней фильм показал, да, очень на таком крупном уровне. То есть полностью этот фильм был про лошадей. Не так обычно, как фильмы бывают, там день поработал, там какие-то другие съемки. А здесь, то есть главная актриса была одна из моих лошадей, то есть все исполняла. Я не знаю, видели, нет, но это было Сегодня в 2019 мы знаем, году. чем Как мы займемся проведем вечер. этим В вечером. 2019 году сняли этот фильм, да. То есть очень такой спрос хороший. И А вот не обидно удачно в какой-то получилось. степени, что главным героем остается животное, лошадь, да, пускай родное, любимое, а не вы, например, или не ваш прекрасный сын, у которого абсолютно кинематографическая внешность? Да, кстати. Кто знает, может быть, его ждет другая карьера. Ждет, да. Но они во всех направлениях. То есть не только лошади, то есть вот мои сыновья, они множество фильмов работают, где вот другие
моменты в каскадерской, то есть в бои, там, падения, все. То есть я их как-то с детства пытаюсь привлечь ко всему. И поэтому на сегодняшний день они множество фильмов приглашают, где-то не только лошади. Да, так что в этом плане Ариан, пытаемся. скажите, как вы относитесь к тому, если вас вдруг пригласят на какую-то главную драматическую роль? Может быть, у вас в голове есть какой-то уже, для себя план, который бы вы мечтали воплотить в ближайшее время? Если вы, конечно, готовы поделиться, мы не настаиваем. What you do if they invite you, for example, in a big like a project as an actor or something to Not perform us, and stuff. but Там или здесь? there, там. Ну, сделают, Там, в кино, конечно. в кино. Конечно, сделают. То есть множество, то есть как каскадеры они, но множество у них ролей бывало. Одна из главных наших задач, кстати, вот мы их дублируем. То есть они как дублеры дублируют. И иногда, то есть им надо тоже как не как каскадеры, а то есть как играть какие-то роли, все. То есть у них этот запас тоже есть. бывают такие задачи. Бывают. То есть есть. Он сам, кстати, на сегодняшний день как оператор, он делает свои фильмы, его приглашают какие-то компании, он снимает, монтирует в своем молодом возрасте. Многофункциональный, в общем, уже, сотрудник. Да, то есть он и приехал со своими камерами, все там, дроны. Да, то есть он любитель так снять какие-то моменты, фрагменты. And Да, what, и на профессиональном уровне. what такого. you prefer, to play or to act or to film? Давай я буду переводить Да, для я зрителей. понимаю. Что вы предпочитаете? Сниматься как актер или же что-то Играть, Играть. либо Понял. снимать, монтировать. Что вам Понял. нравится больше? So, starting out with Film Equus, working with horses was the first thing that I got into. And then over time we got to connect with some stunt performers, and through connecting with these individuals, we ended up, myself and my brother, we ended up working as stunt performers over time. And I'd say 4 years after working on my first film, I got into cinematography, filming a little bit through movies. And it's been a growing passion of mine over time. And it's something I want to definitely pursue and get better at, because working in the film industry, the more you know, the better. So it's something I definitely want to pursue. And I'm very passionate about То it. есть, да, больше ты знаешь, не только вот как наша профессия, мы пытаемся во всех каналах как-то быть и как снимать. Мы часто очень свои ролики снимаем, очень такие интересные. Да, поэтому не знаю, как я выслал много материалов. Да, там множество работ, мы как-то небольшие фильмы короткие делаем сами. Но, по идее, это все должно было случиться по мере нашей беседы в эфире. Спасибо режиссерам. Но также интересно, вот здесь, в Осетии, чем вы занимаетесь, когда приезжаете сюда, и как часто вам это удается? Ну, в зависимости от нашей работы, вот по возможности бывает какая-то малейшая возможность, я пытаюсь навестить родную Осетию, да. Иногда у нас просто проекты бывают очень такие длинные, или, к примеру, сериалы какие-нибудь, да, то есть они уже очень большие. На сегодняшний день мы пока в ожидании. Сейчас у нас какие-то проекты надвигаются в Болливуде. 2 проекта. Посмотрим, как по срокам, какой мы возьмем. Да, такие большие исторические фильмы. Мы там и отработали где-то проектов 4. Да, то есть на сегодняшний день нас знают там. То есть какие-либо фильмы с лошадьми нас приглашают уже. Ариан, do you feel like at home here? Вы чувствуете себя здесь, в Осетии, как дома? Да, понял. So this is my third time in Ossetia. The first time. Third time. Third. Это Третий третий раз. визит в Осетию. This is technically my third time in Ossetia. The first time I was 4 years old. 4 года назад впервые побывала. Нет, Ему в было возрасте 4 4 лет. лет. Раз я его привез, Yeah, I was 4 4 годика. years old the first time I came, so naturally I don't remember too much. The second time I was 18. Ага, совершеннолетие посетили. 6 год Интересно, назад. 6 лет назад. 6 лет назад, извините. And then now, so technically the second time. Но вы that I можете do уже remember. сравнить вот с тем So- приездом 18 лет и сейчас, что изменилось? Да. And What did it change between when you came before and Second now? time and now. I think the city here in Vladikavkaz.
I think the city is slightly more developed than the last time I remember. In what way? Давай Just the buildings. мы будем переводить, что город сильно развился за это Развился, время. да. Да. The buildings, the да. buildings are a bit more modernized, I feel. Современные Современными здания. стали здания. The younger generation seem like their clothing is slightly more stylish than the last Ага, time то I was есть here. молодежь модно одевается, это приятно, более конечно. Ну, стильно. старший тоже. Старший, отлично. And what do you think about the mountains, about the nature? Что думаете о природе, о горах? 3 days ago, we went to the old Ossetian tradition, Rekloma. Реклама, вот. Rekloma. праздник. Посетили? Да. Очень-очень Очень красиво, очень понравилось там. Поснимал тоже он. Поснимал чуть-чуть, but more importantly, I think to connect with my Ossetian roots Ага, ну важнее Is- было почувствовать вот эту связь с осетинскими корнями. is something that I haven't got to do much in the past, but now I'm here for 2 months, so I'm hoping to connect more to my Ossetian roots this time. То есть в прошлом это не получалось сделать, сейчас вы 2 месяца здесь собираетесь оставаться, Да, и понял. мы надеемся, что у вас все получится в этот раз, и вы Правильно. не захотите уезжать. Yeah, so hoping to spend some more time here. The last time I came 6 years ago, I came with my brother, Вы приезжали we- в прошлый раз с братом and we spoke English to each other. и по-английски общались. Сейчас братан нету, просто по-русски. Ага, Просто поэтому по-русски. приходится учиться. По-астински тоже, И конечно. по-осетински приходится Конечно. учиться. Бабуля Что ж. сказал по-астински, потом по-русски. Ну, Все правильно. Что ж, спасибо вам. Очень приятно видеть вас в нашей студии. Желаем вам успехов в вашей работе, карьере, достижений, новых высот, новых ролей, новых проектов. Спасибо. Спасибо огромное. Рады видеть вас здесь снова. Welcome to our session. Бужник, More and more. Спасибо. Спасибо. Ну и, наверное, на этом самое время завершить наш эфир. Да, наше эфирное время подошло к концу. Мы благодарим вас за внимание. Всего вам доброго и до встречи в эфире. До свидания.